Эти сваи для забора на территории мусульманского кладбища в Кариизе местные жители обнаружили неделю назад, 20 мая. Мусульмане южного берега Крыма обеспокоены происходящим и требуют разъяснений от представителей власти. Мы задались вопросом, как и кому нужен забор на нашем мусульманском кладбище, и посмотрели и увидели то, что на кадастровой карте территория нашего кладбища отделена и уже считается другим участком. По закону Российской Федерации 300 метров от захоронений, от любых захоронений, считается санитарной зоной. И нарушение этого закона уголовно преследуется. И мы думаем, что просто кто-то, не зная, это сделал. И мы надеемся, что скорее, очень скоро этот вопрос решится. Это мусульманское кладбище появилось здесь более 30 лет назад, практически сразу после основания массива Чаталкая, который был построен вернувшимися на родину крымскими татарами. В 1991 году умерла одна женщина. Мы долго искали место и определили, что кладбище должно быть где-то рядом с поселком. И определили вот это место, она как бы подходила под кладбище. И похоронили ее здесь. И с этого первого захоронения началась история нашего кладбища. Сегодня здесь находится более 100 захоронений. На этом кладбище хоронят покойников не только жители Карииза. Это не только крымско-татарское кладбище или кладбище какого-то поселка, это мусульманское кладбище южного берега Крыма. Здесь похоронены и члены азербайджанской общины, татарской общины, крымско-татарской общины, кавказской общины. Здесь очень много захоронений, и очень у многих людей, значимых людей, здесь лежат их предки, их родные, поэтому это место для всех очень трепетно и важно. Сваи для забора установили прямо посередине кладбища. На другой стороне осталась не только земля кладбища, но и помещение для омовения, которое местные жители недавно построили своими силами. В ближайшем будущем они также планируют собрать средства на строительство забора. Его фундамент уже давно залит. Жители Карииза, Гаспры, Алупки и других южнобережных городов и поселков собрались на кладбище, чтобы обсудить этот вопрос и свои дальнейшие действия. Мероприятия совместили с Большим Субботником. Кладбище очистили от мусора, сухих веток и травы. Сразу после обнаружения свай мусульмане направили обращение в администрацию Ялты и другие инстанции. Несколько дней назад чиновники пообещали разобраться в ситуации, но сваи до сих пор никто не убрал.